Адаптация к мирной жизни детей, чьи родители примкнули к боевикам Сирии, идет, но идет она не так активно, как хотелось бы. Это самый главный вопрос на повестке совещания, инициатором которого выступает детский омбудсмен Зарема Чахкиева. За 2 года совместными усилиями властей республики и МИДа страны из лагерей Ближнего Востока удалось вернуть домой 8 детей. Самому младшему из них нет и 4. Все, что необходимо с нашей стороны, мы им помогаем, будем помогать. Единственное, что однако у меня нет такой обширных полномочий, чтобы я могла сделать все возможное. Поэтому мне необходима и ваша помощь, и ваша поддержка, чтобы эти дети чувствовали себя не ущемленными, чтобы эти дети понимали, что они нужны не только родственникам, но и государству, и своей республике. Одна из главных проблем, с которой столкнулся детский омбудсмен, это оформление документов, подтверждающих, что глава семейства погиб и дети остались без кормильца. Самому этот вопрос уполномоченному не решить, и нужна помощь правоохранительных служб. По поводу получения статуса справок о потере кормильцев. Естественно, это дополнительные выплаты. Денежка никогда не бывает лишней в семье. Существует определенная процедура признания человека умершим. Я так думаю, что когда я буду осуществлять выездные свои проверки в территориальные органы, их тут не так много, это несколько семей. Я, естественно, сама лично буду посещать и беседовать, потому что мне, как юристу, легче и проще всего видеть, что на руках, какие именно сейчас есть документы. Поэтому, чтобы не быть голословными и давать каких-то воздушных обещаний, мы не будем, а по факту на месте я буду смотреть документы и уже, естественно, давать какие-то юридические дальше консультации для того, что это будет, естественно, нелегкий, это будет не быстрый процесс, это как минимум полгода. Возможно, даже и больше. Но дорогу осилит идущий, совместными усилиями, я так думаю, что мы обязательно решим этот вопрос. Жизнь этих детей разделилась на до и после Сирии. Не успели они родиться, как оказались в лагерях. На себе ощутили весь ужас войны. История Жасии и Зейда Гетагажевых знакома многим. Брата с сестрой привезли в Ингушетию в ноябре 2019 года и передали родственникам. В этот день они впервые оказались на родине. В аэропорту детей встречали родные после того, как их удалось вызволить из багдадской тюрьмы. Теперь они живут в Малгобеке с прабабушкой и прадедушкой. Они успели завести друзей и узнать другую мирную жизнь. Помнишь, много лучей на солнце нарисовала? Вот же твоя работа, видишь? Это твое солнышко. Забыл? Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Они обрели теплый дом и покой, о котором даже не знали. И самое главное, больше не слышат звуки стрельбы. К этому тоже надо привыкнуть. Я бы хотела, чтобы Минздрав нам помогал отправлять наших детишек в санаторно-курортное лечение, чтобы как-то их адаптировать, чтобы понимать, что о них заботятся, их любят. Там есть еще детки, которые могли бы посещать у нас оздоровительные лагеря. Это РЗИ, это мальчики, которые находятся. Как-то с вашей стороны. Вопрос находится на согласовании с летней оздоровительной программой. И намечается только 3 смены. Как обычно 4 смены бывало, а сейчас только 3 смены. Посмотрим, будем сотрудничать. Все. По поводу реабилитационного центра тоже поговорите, хорошо? Кроме оздоровления тела и духа, детям необходима также и психологическая помощь. В этом должны помочь Минобразование республики. Я бы хотел Министерство здравоохранения обратить внимание. Работа с психологами очень нужна. Что у этого ребенка в голове, что он пережил, как он себя поведет дальше. Да, в первую очередь для своего здоровья мы должны это следить и понимать, что он нормальный. Нормальный, в первую очередь, его психическое состояние собственное. Потому что, еще раз повторюсь, что могло быть там с ним, мы с вами не знаем. Дай Бог, он там был в нормальных условиях, а если нет, он с этой травмой на всю жизнь останется. Это первое. Потом хотел бы обратиться в Министерство образования, да, что какое-то было поручение на местах органов опеки. Правильно было обращено внимание, что зачастую бабушка, вот в случае Гетагажева и Зейд, вообще прабабушка. Поддержу слова коллеги с МВД, как этим людям, как бы они не любили своих детей, родственников, им очень сложно заниматься. Как давно и последний раз именно районы, городские ответственные должностные лица были у них дома, наблюдали и помогали? Это большой вопрос. Я думаю, что мы отдельно прокурорам поручим этот вопрос. Спасибо, что я, честно говоря, даже не знал, что такая проблема с опекунами, а это действительно проблема.
На территории Ирака еще много ингушских детей, которых пока не удается вывести. Сколько их неизвестно, но точно не 1 десяток. Работа по возвращению продолжается, а это совещание лишь первые шаги комплексного подхода к решению проблемы адаптации тех, кто вернуться все-таки смог. Муслим Ганиев, Диана Дударова, Магомед Дидигов. Новости 24.